Друзья, всем привет! Привет! Это подкаст «Саша и Даша». Это Даша. А это Саша. И сегодня в гостях у нас первооткрыватель якутской моды Ирина Вахольдер. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте, девчонки. Ну, это как-то громко сказано, первооткрыватель. Ну, наверное, у истоков моды, да. Но сказать, что первооткрыватель, наверное, это прям так, очень прям громко. Ну, мы тоже, как говорится, не хотим скромничать. У нас все-таки подкаст. Мы хотим, чтобы у нас были только первые лица, поэтому... Хорошо, давайте я им буду, да. Ну, я думаю, что это не преувеличение. Спасибо. Да. Вы занимаетесь в Якутске, да, конкретно в Якутске, скажем так, модой, да, и вообще в целом одеждой, индустрией одежды аж с 93-го года. То есть, и я думаю, что это смело можно сказать, что это с момента того, как вот железный занавес упал, и только появились вот зачатки модные, да, и вот вы каким-то магическим образом приняли решение именно заняться этой сферой, да. Как вообще пришла идея заниматься именно одеждой? Откуда? Ну, я думаю, что все, кто в то время приняли такое решение, ходили без одежды. Купить ничего нигде нельзя было. Кто умел шить, он себя как бы обеспечивал, да, какими-то там, ну, такими простыми, может быть, житейскими образами. Но в основном все мечтали о том, чтобы иметь какую-то модную штуку, да, у себя в гардеробе. Не каждый мог себе это позволить, но потребность была у всех. Ну, поэтому это, наверное, естественно, что мы начали именно с модной одежды, потому что я сама всегда шила. И шила не просто какие-то необходимые вещи, какие-то модные, там, пролистывая, тогда это был журнал Бурда Моден, да? Да, Какие-то я знаю, там, с этими. да, там С выкройками. вельветовый какой-то комбинезон я себе шила. Детям перешивала, там мужа брала пиджак и делала из него там костюм сыну в школу, из рукавов гачи и так далее. То есть, ну, какие-то такие были интересные вещи, и люди обращались ко мне сшить что-то для своего сына, дочки там платье и шторы, помню, с тюля шила. Такое, это Это все-таки не легенды, все-таки реально так и было, что шили прям из шторы. Прям шторы, нужно было платье из снежинки. Где взять ткань? Да нигде. Ну, собственно, у меня всегда была машинка ручная такая. Советская вот эта? Да, она до сих пор стоит. И почему-то она мне больше нравится, чем вот эти ножные машинки. И все, и не просто как бы платье, я всегда старалась, чтобы это что-то вот у нее маска, помню, лисы была, там еще что-то такое. И люди платили просто любые деньги, лишь бы у них были тоже такие вещи. Я понимала, что это потребность, и что надо ее реализовывать. А именно вот к завозу готовых товаров вы как пришли? Вы сами себе что-то заказали и подумали, надо? Это был путь, наверное, любой бизнес, любое дело или вообще любое дело начинается, я бы сказала, от безысходности, что ли. Потому что тогда мы окунулись в так... Мы с мужем постоянно разговариваем, что мы прожили несколько этапов, да, таких вот жизненно важных. Ничего не было вообще, ни еды, ни зарплаты, мужа не платили. 2 года мы были без зарплаты. Мы приехали с института, у нас дочка маленькая. То есть вот я там начинала шить и так далее. И вот ему выплачивают, в «Газпроме» он работал, выплачивают ну вот за много лет зарплату. И первое, что мы подумали, надо поехать и вот, ну, как бы заняться, ну, во-первых, себе что-то купить, и в том числе кому-то привезти. То есть была, ну, такая вот первая. Причем главный байер, это у нас всегда был муж Игорь, да. Он ездил, покупал, а я... Ну, дети-то маленькие были, росли, я ими занималась. Интересно. Вот у нас такой семейный бизнес. И вот он поехал привезти, ну, начинали там с разных вещей, и потихоньку. А сейчас больше вы, да, этим занимаетесь, чем муж? Мы Или всю еще жизнь, да, мы тандем? вдвоем. Причем у нас это, ну, как бы все решения мы принимаем вместе. Это коллегиальный бизнес. Мы разделились в определенное время
разделили обязанности, у нас были скандалы. Так, ты с детьми, я на работу. Я говорю, нет, почему-то я на работу. Ну, был такой вот момент, потому что мы спорили там и по мерчендайзингу, и по коллекциям, и, ну, по всему спорили. А потом мы разделились. Вся финансовая часть, вся экономика, бухгалтерия, все на муже. А я творческий человек, я продаю. Это, кстати, очень видно, что вы творческий человек, на вас такая яркая, красивая одежда, очень классная Спасибо юбка. Да. Вообще, да, когда я первый раз вообще вас увидела, я, конечно, сразу у меня вот как этот сканер профессиональный, я такая, так, а откуда эта одежда? То есть, и каждый раз, когда смотришь на одежду, то есть у меня сразу возникает вопрос, а это откуда? Ну, то есть, и чаще всего, часто очень, я знаю, я прямо вижу человека и такая, это вот этот магазин, это вот этот бренд, это вот этот бренд, это аналог какого-то такого там зарубежного бренда, но не он, видно, да, то есть уже настолько уже насмотренность вот это есть. И когда я вижу человека, и я не понимаю, откуда одежда, но это прикольно, я такая, так, мне нужно подойти у него и спросить, а это у вас откуда сразу? Но я потом поняла, что вы очень многие вещи делаете сами. Ну, есть, и сама делаю, и покупаю всегда спонтанно, не всегда у брендов. Это, я бы так сказала, я выбираю партнера, друга, а не вещь. Я чувствую, что, а как я вообще без этого жила? Это может быть... Я вас понимаю. Причем я не то, что там я искала что-то, я никогда ничего не ищу. Вот оно само как-то приходит, какое-то украшение. О, мое, это моя вещь. Мне вообще этого не хватало. У меня у подруги очень модная мама, и она нам с детства вот всегда говорила, надо брать это, надо брать. И у нас вот эта такая крылатая фраза, надо брать. Надо брать. Но вот тут я еще бы хотела отметить, что это же вопрос вкуса, да? То есть когда человек видит вещь и говорит, это мое, то есть это значит, что он знает, что его, а что не его. И вот вы, да, и вы подчеркнули, что я там не беру там только бренды, то есть я вот где угодно могу найти свое, Абсолютно, то есть хоть на рынке, хоть в супер крутом магазине там, возможно, да. И вот отсюда назревает вопрос: а есть ли такое, что вот с этим чувством рождаешься, либо оно как будто вот, ну, как-то вот по мере там своей жизни прививается? Я думаю, рождаешься. Да, в каких-то обстоятельствах воспитываешься, и ты такой раз, и ты такой сразу, ну, модный. Или вот, допустим, хотя есть люди, которые растут в семье. Ну так, давайте Ирина мнение спросим. Ну, я согласна с Сашей, что все-таки это приходит, потому что даже анализируя себя, я только начала ходить, стала куколкам делать какие-то из фантиков, конфет, одежду. То есть это, наверное, все-таки дано, но научиться можно и нужно. Для этого, как научиться читать, как научиться писать, как научиться, когда ты там умеешь читать и писать, сочинять что-то, какие-то сочинения. Этому в школе учат. То есть если вы получаете какие-то определенные азы, сейчас, мне кажется, есть все. Да? Нужно быть только ленивым, чтобы не понимать, что модно. Но этого все равно будет недостаточно. Потому что все-таки дар – это сочетание. Сочетать несочетаемое и уметь говорить себе «нет» в какой-то момент и чувствовать, что говорит внутренний голос. То есть если хоть капля сомнения, да, вот просто все нет, лучше не надо, лучше не бери, иди дальше. Найдешь, вещь тебя найдет, ты ее найдешь. Неважно кто кого, но оно придет. Да. Это вот, не все это умеют, и поэтому работы для стилистов очень много. Это нужно делать, нужно помогать. Очень много одинаковой одежды сейчас. Да, есть такое. Я слышала, что это потому, что покупают какой-то лукбук с трендами, и, видимо, это какая-то крупная организация, его продает всем подряд. Да, есть такое, Ты да. знаешь? Да, я знаю, это получается такая история, что крупные бренды, да, то есть покупают трендбук, который формируется по потребностям людей, то есть людям условно заранее заготавливают то, чтобы они купили. Это вот, например, есть же, какой-то, известный бренд, где мы знаем, что твидовые жакеты, да, у них все твидовые жакеты, все на твиде строится, да, и в жизни бы у них не было там велосипедок в показе.
ну тренд сказали, будут тренд на велосипедки, и они резко всех девушек на модном показе наряжают в эти Как, велосипедки. кстати, твидовый жакет отлично с велосипедками. Да. То есть и резко, то есть даже те бренды, которые всю жизнь жили в классической какой-то эстетике, начинают внедрять туда вот эти вот тренды, лишь бы люди купили именно вот их, да, лосины или велосипедки, хотя до этого они покупали в спортивном магазине, и их устраивало все. Да. И вот это вот начинается неразбериха. Поэтому, конечно, в этом моменте мне нравится история уникальных локальных брендов. Да, и вот как вы на волне много лет, то есть изначально, когда не было ничего, вы так построили бизнес, который предлагал вот это то, что всем нужно. А теперь, когда, кажется, у всех есть то, что всем нужно, у вас теперь локальное, модное, такое, как не для толпы, а для толпы таких, кто не как все. Но говорят же, что есть толпа как все, и толпа не как все. Тех и тех много. Ну, смотрите, у меня ничего не поменялось, у нас ничего не поменялось. Мы всегда старались привозить самое интересное. Мы могли работать с разными брендами, но мы всегда выбирали. Допустим, если новый бренд, брали немножко, пробовали, вообще, скажем так, оценивали на себе, да. Первое, это нам должно было самим нравиться. Если нам нравится, мы привозили и наблюдали, как реагируют наши. Все начиналось с Якутска, да, и это было интересно наблюдать, как Якутск реагирует, потому что все равно всегда был свой колорит, всегда были свои особенности и предпочтения, да, не все лекала садились, не все цвета подходят, не вся фактура, да, белый цвет мы старались не брать, то есть были какие-то моменты, мы всегда это анализировали, анализ вот с первого дня работы. И если нет, мы прекращали сразу работать, ехали, искали другое. И уже когда мы понимали, что да, что нравится, вот работали дальше с брендов. Их же очень много было. Ну, за всю историю вот вашей работы в бизнесе таком, да, одежды, сколько приблизительно брендов вы привозили? Ну, навскидку. Честно, я пыталась посчитать. Ну, порядка 30, наверное. Если из значимых, то 15. То есть те, которые условно залетели? Ну, да, ну потому что, допустим, был Кельвин Кляйн, можно про него забыть. Он вообще не зашел никак в Якутске. Они не сели, лекала не наши. Вот. Ну, то есть были какие-то бренды, как Джин Бива, я очень хотела туда. Ой, я так его любила. Мы его привезли, мы открыли крутой магазин, он до сих пор оборудование, да, это есть. Но тоже не все садилось. И цены, конечно. Да, тогда да, Ну, какие там цены были вещи? Я копила. С ним ничего не случается. А мне до сих пор это платье, я его куда только не... У меня было платье в горох такое красивое. И оно вроде простое, но из какой-то такой ткани, что оно вроде и модное. Ну, в плане, бывают же вещи модные, которые быстро надоедают. Ты вроде его поносил уже, ну, прям надоело, а оно вроде и необычное, и модное, но не надоедало. Это же редко такие вещи бывают. И не портилось абсолютно ничего. До сих пор кто-то его носит. Кто-то Где-то оно есть. Ну, название Just Natural by Yourself, то есть это натуральное для тебя. Но На это этом они... какая-то концепция по тканям Uniqlo, да, но такая более модная, фэшн Uniqlo. Но тут, если говорить про GMBY, мы уйдем далеко. Это все-таки бренд, который, ну, вот у истоков точно стоит, потому что они уникальны. Если говорить про сравнивать с другими, они всегда уникальны. Они всегда отличаются и всегда востребованы, что интересно. То есть какая-то вот они умеют вот это держаться, и никуда они не проваливаются, если мы говорим про вот такие модные горизонты, да? Ну вот это же две какие-то, как будто самые успешные вот эти модные, я не знаю, как сформулировать. Да, ниши. Одна вот этот вот, как вот это же Uniqlo, которые решили Базовая одежда. наплевать на моду. Они просто сказали, мы будем шить из хороших тканей. Белые одежду, футболки. Какую-то одежду, да. Какую-то просто одежду. На моду вообще смотреть не будем. А и другие вот тоже хорошие ткани, но что-то очень модное. И вот это два очень востребованных. То есть вот эти вот, которые посередине, где очень много, так как это называется? Масс-маркет. Да, ну вот Ну да, и масс-маркет. Fast fashion. Да, вот это вот. Оно как будто бы такое конкурентное и ненужное. Ну, видишь, это мы так рассуждаем, потому что у нас есть свое какое-то видение на одежду.
а есть те, кто смотрит, например, на тренды. И вот сейчас хочется еще обратить внимание, например, на, вот вы сказали, что мы всегда завозили, когда в Якутск, мы тестировали. И отсюда спрашивается вопрос, а куда вы еще завозили, и на данный момент, может быть, где еще вы сейчас представлен ваш бренд? Бренд или все-таки... Ну, я вот даже, наверное, не знаю, как правильно спросить, потому что... и то, да. Потому что, да, я даже не совсем знаю, потому что до конца, наверное, чем вы занимаетесь, я же, как бы, может быть, Я там... тоже слышала, что есть бренд свой и Да. есть бизнес, связанный с одеждой. Ну, наверное, чтобы понять, как мы действовали, мы всегда действовали не потому, что мы хотели что-то сделать, потому что само так происходило. То есть, когда мы уже, по сути, представили самые интересные бренды. В Якутске это Мекс, да, если помните. Обязательно. Да. Обязательно. Мы помним все. Да, ну, были и российские бренды, а так у нас вот Мадонна был немецкий бренд интересный. Ну, он такой немножко другой, да, но тоже, в принципе, заходил. Дайверс, Репортер, Мэдисон. То есть мы стали представлять бренды, и бренды сами начали выходить на нас. Нам стали предлагать стать дистрибьюторами. То есть не мы искали, а нас нашли. И когда мне из Польши написали бренд «Репортер», тогда мы открыли его в Апельсине. Помню, открытие было такое всегда вау. Мы пригласили джаз-банду, подобрали музыку такую. Ну, потому что для меня «Репортер» это было, наверное, мое что-то. Вот это а-ля джинса, только вот как бы в таком немножко уменьшенном формате. Вот. И они, увидев вот как бы нас, позвали стать дистрибьюторами. Я открыла, помню, презентацию первую, и просто мне показалось, что я человека, который создал этот бренд, лично знаю, что это чуть ли не мой родственник, потому что это настолько вот про меня. И когда я поехала знакомиться, мы болтали несколько часов. Когда я вышла с переговоров, ко мне подходит менеджер, говорит: вы знаете, наш президент ни с кем так никогда не разговаривал. Я говорю: а что тут особенно, он же классный. Они такие... В общем, это вот, да, и все. И дальше мы стали открывать магазины. 1, 2, 3. Это было и по франшизе. То есть у нас партнерские магазины были. Вот мы вынуждены были переехать в Москву. То есть мы живем на 2 города, не то что переехать, да, мы живем вот на 2 города. Ну, Якутск это всегда все-таки для нас наша родина, да, и мы всегда здесь, и основной бизнес, конечно, здесь. Ну, такой параллельный, я бы сказала. Ну, это разные города. Вы спросили, это и Иркутск, и Санкт-Петербург, ну, много городов, где мы были. Хабаровск, Пермь, Улан-Удэ, много городов. Везде был вот бренд «Репортер», потом Мэдисон, Дайверс, тоже польский бренд. То есть получается, что это же, ну, для меня, например, как для человека, который, ну, я не предприниматель, да, я когда вижу вот такие предпринимательские решения, когда вот и здесь, и там, и то есть я вижу, что вот то, что вы делаете, вы как будто все время экспериментируете. Да, то есть у вас как будто безусловно. немножко похоже на какую-то игру. То есть получится или как вот это будет? То есть вы... Пассианс. Да, пассианс. Да, то есть вы вот так вот как будто как-то... Я что-то вот такое чувствую в том, что вы говорите, что вот мы там, мы тут, мы это пробовали, то, но при этом вы никогда не прекращали, и у вас это как будто такой постоянный, экспериментальный, большой, длинный путь. Да, так и есть, да. Да? Лабиринт, я бы сказала. Лабиринт. Да, лабиринт. И вот сейчас вот тоже один большой экспериментальный проект, который есть у нас в Якутске. Очень модный. Да, и необычный. На пульсе современности. Да, то есть локальные наши якутские бренды в одном пространстве. То есть я думаю, что многие мечтали об этом, то есть многие дизайнеры, наверное, в душе мечтали когда-то. Я помню, что в 2019 году мы тоже думали о том, что как бы было бы классно, если бы наши якутские бренды были в одном месте, потому что каждый раз ты идешь и не знаешь даже, где их найти. Ну, в плане, то есть вот, ну, то есть ты либо должен быть лично знаком с дизайнером, либо все. Ну, а если ты вообще не знаком с этой, то тебе негде познакомиться. Ну, то есть, да. А тут создалось ощущение, пространство вот это, что я могу прийти и все потрогать, все примерить, все посмотреть, и
И у даже маленьких дизайнеров, суперлокальных, которые еще не отшивают там много коллекций и живут условно по вдохновению, так называемому, то есть у них появился домик такой, Да, да? ну классно, что это вообще пространство, что это такое творческое пространство, что ты приходишь, там очень много разного. Не только же у нас в Якутске есть, это Ну, в Питере, в да, Москве. да, то есть это Просто, что это как будто бы крупных городов, в общем, и такие места, они в основном это Питер, Москва, Екатеринбург, вот я такие. И у нас в Якутске тоже, то есть такой... Давайте я заберу вас, Да, если давай, все, возможно. то есть проблем. Ничего. Универмаг — это центр. Допустим, если вы хотели сказать миллионники, да, Да. нет, все-таки не миллионники. Ну, как бы Якутск стремится, да, Ну, Нет, миллион женщин. есть только в Якутии. в Якутии. В Якутске, да, я думаю, может, 350 я нас. знаю, что растет. У нас Ой, там, 350 может нет. быть, уже. Да, вот. Это обычно это центр. Раньше это, ну, как бы, почему центр? Потому что всегда были какие-то центры моды. Центральные универсальные магазины, да. ГУМы. Это, в принципе, то же самое. Да? И вот этот путь наш, то, что у нас был ЦОМ, где собраны европейские бренды, мы строили такое открытое пространство. Почему? Потому что мне всегда хотелось, чтобы каждый бренд стоял отдельно. Я прям билась со своим персоналом, реально билась. Пожалуйста, не смешивайте. Каждый бренд отдельно, каждому бренду свое место. То есть все, что мы делали, вело к тому, что вот сейчас есть универмаг. Как будто бы весь наш путь был так построен, да? Начиная там с какого-то маленького магазина джинса, да, вот такой маленький совсем, и вырос проект «Универмаг Ленских столбов», локальных брендов, локальных, якутских, российских. То есть, когда в 22 году все это произошло, вообще сомнений не было. Мы четко понимали, что, ну, значит, пора. Потому что бренд, который, ну, у нас собственный бренд есть, мы его зарегистрировали, но как будто бы вот он ждал, что ли. И можете себе представить, что в один день вот у нас 10 магазинов было, да, и самый крупный вот в ЦУМе, мы остались без поставок. Просто в один день, в феврале 22 года, потому что все бренды были европейские. Нужно было что-то делать. И тогда, ну, в принципе, уже я думала, потому что я наблюдала, что бренды-то они появлялись, дизайнеры появлялись потихоньку, да, и где-то собирались там в Кружево на какую-то ярмарку, там собрались, здесь вышли. То есть потихоньку, и я понимала, что их много. Вот, ну, приходя на какую-то ярмарку, и они разные, они интересные. Сама у меня очень много и вот прям украшений, каких-то деталей. Именно вот с рынков, вот с этих, ну, не рынков, наверное, с ярмарок, да, ну и с рынков в том числе, потому что и туда выходили. И прям, ну вот, не знаю, было огромное желание вот собрать всех, чтобы люди увидели, насколько разнообразен вообще мир моды. Пусть она какая-то как бы не наяву, да, но она есть, она живет, и люди что-то делают своими руками. В общем, это был такой вот как бы крик, наверное, что ли, души, что надо что-то делать. И я ходила там со всеми, общалась, кого знаю, там, ну, Сережа, да, наш партнер. Он же тоже там шить начал, он показывал там мне свои первые изделия, это было интересно, и мы стали вести. А есть еще диалог, есть еще кто-то? Ну, не знаю, было такое сомнение. И потом в течение года мы анализировали, смотрели, наблюдали, знакомились. Вот. И как-то сели в кафе, посидели, Все выпили. лучшие вопросы решаются, да? Да. За чашкой кофе. В общем, давай начинать. Вот как пойдет, так пойдет. Ну и 30 августа прошлого года мы Год открыли. как раз же недавно. Открыли, да, год нам был. Открыли, вот как будет, мы поняли, что бесполезно разговаривать, искать, звать, надо просто начать, показать, что это, как это будет. Так можно. Пространство позволяет, открытое open space место в 3 этажа,
где у нас были магазины, первый мужской, второй женский, дети. Мы так и планировали, так и сейчас и строим, что на первом этаже мы собираем преимущественно такие мужские стритвеар бренды, да, на втором женское, и дети пока мало детей. Мало, да. Но будем стремиться к тому, чтобы были и дети, и вообще все, что делается здесь, в Якутии, производится. Думаю, что скоро нам даже, может быть, и не хватит места. Будет мало места. Да. Ну, сейчас, например, если мы говорим про Ленские столбы, вообще в целом про универмаг, есть такое, что он стал уже каким-то туристическим местом. То есть вот я недавно слышала, да, на архитектурной неделе нам рассказывали, что добавили в карту, да, туризма. То есть сейчас, когда турист приезжает, это одно из мест, которое он должен посетить. Сегодня утром, когда мы с вами там были, там была девушка, она ходила, вот что-то примеряла, смотрела. Я поняла, что она с какой-то делегацией приехала, она так очень увлеченно рассматривала украшения. И вот в этот момент я вот прям наблюдала за ней сегодня утром, и такая думаю, ну вот для чего это нужно, с одной стороны. То есть, что да, мы свои, когда-то туда все равно придем. То есть рано или поздно нам друзья расскажут, да, но когда человек приезжает из другого города, он хочет сразу вот и мужа, и себя, и деткам, и маме что-то привезти, и сережки, может, национальные, да? Да, и не магнитик, потому что они всех достали. Да, и не просто уже какой-то магнитик, да, вот этот вот. Ну, может, и магнитик, но с каким-нибудь да, таким что-то более уникальным. Чтобы он был интересный, интересный, да. да, чтобы это был удивительно эксклюзивный магнитик, а не так в аэропорту что-то схватила и потащила вот так вот. А реально можно подобрать под человека. То есть появляется какая-то вот эта эксклюзивность. Ну, это и вы считали сейчас, по сути, суть проекта. Ага. Это и есть суть проекта. Мгм. Мы хотим, чтобы универмаг «Ленские столбы» стал центром, куда будут приезжать, знакомиться с якутской модой. Мы сделаем все, чтобы люди узнавали, да, и в одном месте не ездить, там посмотреть, здесь вот приехали, и есть все. Мгм. Хотите украшения, хотите наряд какой-то, да. Сейчас потребность такая у приезжающих гостей, идут на какую-то конференцию, встречу, одеть якутский наряд, но в то же время, чтобы можно было бы потом его тоже носить. И мы стилизуем, да, вот стараемся так стилизовать, чтобы он был доступен и каждодневен, да, можно так сказать. И кроме этого, подарки не только там, ну, как бы для себя, но и память, да, о том, где ты был, о чем Якутия. И каждый через вот свою потребность находит ответ. Кому-то там нужен, ну, мужчина, допустим, купит нож, да, девушке, естественно, украшения, дети. Вот у нас там есть, допустим, несколько брендов, которые книжки, раскраски представляют, да, какие-то карандашки. То есть мы смотрим, встречаемся с брендом и понимаем, что да, вот этого у нас нет продукта, конечно, вставайте, да, и так далее. То есть это как раз то место, где каждый может найти и подарок, и память, и наряд, может быть, даже просто вдохновиться, пообщаться, окунуться в эту творческую атмосферу, встретиться с дизайнером, потому что наши дизайнеры сами выходят, да. Ну вот, это же мощный толчок для людей творческих, допустим, которые хотели бы чем-то заняться, но не знают, кому это потом, как. А они приходят, видят, что на это есть спрос, это есть где продавать, и самовыражаются. А вообще, мне кажется, культурный код у нас такой, что очень люди модные. Такие, ну, то есть и творческие, и модные. Об этом говорят везде в России, что насколько модные и люди, и потрясающие модели. Мне прям все кричат: вы где их находите? Я говорю: как где? Вот у нас тут как вот алмазы, валяются алмазы, а Очень рядом ходят вот эти красивые девушки. женщины. Серьезно, фотосессии потрясающие, ну правда. Супер. Ирина, большое спасибо за такую чудесную беседу, вообще, что Вам вы спасибо. уделили нам время. Я, честно признаться, очень рада, что я с вами знакома, потому что для меня это такое какое-то прикоснуться к чему-то очень важному для меня, потому что вот мы, подруги, мы давно дружим, мы всегда были школьными модницами, там, ну это правда, что скрывать, да? Мы всегда были такими трендсеттерами, и мы там ездили в магазины, вот. Где-то мы, правда, просто смотрели, но не всегда была возможность все сразу купить, иногда просто смотрели, вдохновлялись, потом дома шли, что-то там. Эти кресла до сих пор же есть. Я вчера смотрела обзор, и
Я сначала, когда сама была в универмаге, я не заметила, но вот эти кресла знаменитые джинсы, которые из джинсов сделаны, Вот, видите? они же там стоят, да, это они же? Да, конечно. Прямо греют мне душу. Вот, то есть для нас это больше, чем уже, ну, то есть какая-то вот, какой-то магазин. То есть для нас это уже какие-то крутые воспоминания о нашей юности, о том, как мы здорово проводили время и где зарождались тоже наши какие-то модные вот эти зачатки. Поэтому, Спасибо, возможно, очень приятно. да, Спасибо. возможно, вы повлияли, я думаю, не только на нас, но и на целое поколение Да, тем, что вы сделали. 100%. Да, поэтому большое вам за это спасибо, Очень огромная приятно благодарность. было познакомиться. Да, поэтому... И я надеюсь, что наши зрители тоже познакомились с вами, узнали много больше гораздо о том, кто же все-таки стоял, вот как вы сказали, у истоков якутской истоков, моды и дал нам возможность самовыражаться через внешний вид. Всем спасибо. До свидания.